У нас установлены информационные стенды с биографией участников Великой Отечественной войны, уроженцев города Назрань. И глаза отважных солдат с фотографий увядших глядят. Здесь изображения Цароева Абдулы Дудеевича, Албагачиева Хаматхана Мурцаловича и многих других ветеранов, кто сражался с фашизмом в 40-х и кто сражается с ним сегодня. Информация на 19 новых стендах на Аллее Победы в Назрани будет постоянно обновляться, чтобы уделить внимание каждому герою, кто не жалел своей жизни ради приближения победы. Каждый участник Великой Отечественной войны и участник специальной военной операции должен попасть вот на такой вот пьедестал, чтобы люди знали, видели, чтобы каждый в должной мере был отражен в истории. Эта аллея – первая общественная территория в Ингушетии. Раньше почти все официальные мероприятия республики проводились здесь. Даже выпускные школьников зачастую отмечались на этом месте. Сейчас на Аллее Победы проходят мероприятия, посвященные Великой Победе. В преддверии 9 мая в рамках реализации программы военно-патриотического туризма и национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» территория у Вечного огня преобразилась. Кроме баннеров с изображением ветеранов, здесь установлены 45 новых скамеек и урн, изготовленных местным мастером. Специальная комиссия принимает завершенные работы. Недостатков не выявлено. Местные жители уже по праву оценили все новшества. Я хожу по этой аллее после школы и из школы, когда возвращаюсь. И самому приятно проходиться по этому местности. Красиво здесь. Победа – это больше значимое для нашей республики, для страны. Это очень значимо. Поэтому, конечно, приятно, если обновляют ее, чистят. В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в Назрани уже обустроена лодочная станция у городского пруда. Приобретены водные велосипеды, ПВХ-лодки и гидроциклы. Также в парке имени Мальсагова организована летняя библиотека с качелями, скамейками и информационными стендами. Места, которые попали под обновление, выбраны не случайно. Это разработанный туристический маршрут. В небольшой, вот, скажем так, относительной близости находятся все эти локации. Это станет такой точкой притяжения для туристов и для местных жителей. Главное – начать. Обновление аллеи памяти за федеральный счет стало точкой старта внушительных идей и планов на этой территории. Благодаря вот этому толчку у нас сейчас появились планы по дальнейшей работе данной территории. Вот мы сейчас уже планируем восстановление данного фонтана, сделать из него гораздо более красивый и более интересный фонтан. И также будем заниматься здесь озеленением в этом году, посадим цветы, где возможно деревья, и планируем уже оживить и гораздо более содержательно сделать данную территорию. Ингушетия продолжит участвовать в этом нацпроекте и планирует установить в будущем на Аллее Победы качели, а также арт-объекты тематики Великой Отечественной войны. История Великой Отечественной войны – это история великого мужества, самопожертвования и триумфа воли народа во имя всего человечества. Это была самая кровопролитная и разрушительная война в мире, которая коснулась каждой семьи в нашей стране. Вот почему так важно сохранять память о подвиге советского солдата в борьбе с фашизмом. Анастасия Шишина, Султан Бугучев, Магаз 24.